называют. Ладно, это я расскажу в следующий раз. Вообще, я работаю на скорой. И почему-то все думают, что я работаю на скорой либо водилой, либо санитаром. Ну, то есть люди, знаешь, такие думают, я работаю на скорой. А, так, врач? Нет. Медсестра? Нет. Водила? Санитар, да. То есть ребята, они просто не знают, на самом деле у них просто не развита теменная область, отвечающая за фантазию. А, кстати, только мы в медицине знаем, какая область за что отвечает. Вот, допустим, за базар отвечает лобная доля. И когда человек за базаром не следит, куда он получает? В лобную долю, да, правильно. Вообще иногда называют меня еще практикантом или, ну что самое обидное, интерном. То есть, ну, одна бабка, извините, бабушка одна, извините. Одна бабушка уже в течение 10 лет приезжаешь к ней на вызов, она все, практиканты, интерн. То есть, скажите, пожалуйста, в каком таком учебном заведении учатся 10 лет? Где? Не видел ни разу. Ладно, не об этом. На самом деле им просто очень лень выучить следующее название фельдшер. Фельдшер. Это звучит почти как мерчендайзер. Кстати, есть кто-нибудь здесь мерчендайзер? Ну, примерно, ладно, почти есть, да. Слушай, вот как мерчендайзер объясняет своим дома, кем он работает? Маме, там, папе, бабушке. Я скажу как, товаровед, отвечающий за выкладку товаров. Но это не звучит. А фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи звучит. Ладно. После окончания медицинского я пришел работать на скорую. И я думал, что попаду в интеллигентное общество медработников. Блять. Вообще фельдшер — это гениальное изобретение Минздрава. Готовят быстро, ну в смысле учат быстро. Засылают работать по одному, денег платят как санитарам, а спрашивают как с врачей. Такое уникальное между собой. Ну, вообще я могу про хирургов так же сказать. Хирурги — это типа кавказцы. Их много, они с ножами и дискредитируют женщин этих же профессий. То есть вы когда видели женщину-хирурга? Очень редко встретишь. А анестезиологи — это типа евреи. Их мало, они всех бесят, но они, сука, умные. Если когда кто-то что-то косячит, виноваты они. А врачи скорой помощи — это как таджики. Их много, они выполняют всю грязную работу, они все в синих костюмах. Но никто их не уважает. Ни те, ни другие. Ладно. Вот я хочу поговорить о своей как бы работе, но в связи с законом о запрещении разглашения данных о пациенте мне нельзя это говорить. Да? То есть, ну, как бы, информационная блокировка. Но я нашел выход из положения, я буду сейчас называть своих пациентов представителями фауны. Итак, давайте представим, 3 часа утра молодая овца вызывает бригаду ветврачей, потому что ее ягненок засунул в нос какую-то игрушку. Ну, бригада ветврачей приехала, достала игрушку, предложила госпитализацию в ветклинику, чтобы снимок сделать, мало ли что. Она отказалась. Через час эта бешеная курица вызвала бригаду, ту же самую бригаду, еще раз. Благополучно госпитализировав в ветклинику, мы достали вторую игрушку. На вопрос этой курчавой башке мы задали, почему не следишь за своим ягненком. На что она сказала, как бы, ребята, ты что, должна за ним круглосуточно сидеть, что ли? Тем более у меня там еще один баран спит. А знаете, что нам сказал этот ягненочек? Как у него оказалась вторая игрушка? Он послал на выручку. На выручку послал. Еще вызывала как-то одна старая кошка. Бригаду ветврачей вызвала только потому, что ей показалось, что бригада ветврачей уже приезжала к ней. Но ей просто стало скучно, она решила поиграть с этим. А недавно вызывал один благородный олень. У него была небольшая рамка на копытце, ну где-то вот такая вот маленькая рамка на копытце. Ну мы приехали и такие,
подули на ранку, поцеловали лавку, угостили конфеткой, все, няшные ветеринары. Знаете, было несколько причин, почему я устроился работать именно медработником. Ну, во-первых, я был альтруистом. Альтруистом. Правда, сейчас я это называю идиотизмом. Во-вторых, еще с детства я научился оказывать помощь самому себе. После, как это сейчас модно говорить, локальных конфликтов с представителями группировок террористических организаций в поселке. Ну и в-третьих, разгадывая, какая болезнь, можно себя ощутить настоящим детективом, таким доктором Хаусом. Вот, ребят, у кого есть проблемы с легкими? Да, хорошо, с печенью есть у кого-нибудь с печенью, с почками? С почками, отлично. Вот видите, я же знаю, чем вы болеете. У тебя с почками, у тебя с легкими. Видите? Еще, в-четвертых, когда работаешь вечером на скорой помощи, видишь все слабости каждого человека. А что можно сделать акцент? Вот у тебя плохое зрение. По-любому. Знаешь, как тебе не везет, когда ты оформляешь ипотеку? О, все слабости. Так что следите внимательно за врачами. Что, подписываете? Знаете, бабушка мне моя еще в детстве говорила, если у тебя проблемы с головой, значит ты о чем-то думаешь, не о том, плохие мысли, да? Если у тебя проблемы с глазами, значит ты что-то посмотрел не то, или наоборот не досмотрел. Если у тебя что-то с ушами, соответственно, ты что-то не то услышал. По такому принципу, если у тебя двухсторонний лодыжечный перелом, значит ты не туда пошел просто. А если у тебя черепно-мозговая травма, значит кто-то за базар Знаете, я очень смелый человек. Работая по своей профессии, я вижу часто много ДТП. Но у меня развился страх. Но я все равно купил машину и вожу ее уже 2 года. Вот. У медиков есть название каждому страху. У каждого страха есть название. У меня это автофобия. Боязнь садиться за руль транспортного средства. Но я ее поборол. Честно поборол. Но вот от латофобии я никак избавиться не могу. Поэтому я купил себе Nissan. Вообще нашу профессию можно сравнить с супергероем. Смотрите, носим суперкостюм, работаем в основном по ночам, у нас есть супертачка. Какие-то суперсредства, там всякие магнезии, там ножку и так далее. И плюс про нас по телеку пишут всякую херню, говорят, понимаете? Этакий: днем я мэр города, а ночью я кто-то другой. Я что-то другое. Ну в натуре разбуди меня в 3 утра, я буду в натуре что-то другое, просто мясо. А знаете, спасибо. Знаете, я в последнее время стал очень циничным. Ну, это откладывается отпечаток профессии. Я иногда веду праздники веду. И на визитке у меня написано: свадьба, юбилей, корпоративы, похороны. Понимаете, похороны. Не, ну правда, люди на самом деле не знают, как себя вести на похоронах. Че, сколько земельки кинуть, кого целовать, когда поминать, что пить, что не пить. И как бы я вот пытаюсь это организовать, когда такая вот ситуация происходит. Это вот отпечаток моей профессии. То есть на самом деле я не такой, но вот профессия обязаловая. А помните, кстати, иркутский боярышник? Все помнят, да, иркутский боярышник? Там где-то около скольки, там 50 человек, да? Так вот вам еще одно профессиональное выгорание. Мы когда на работе услышали об этом, мы порадовались за Иркутск. Нет, это представляете, 40-50 потенциально изудящих пациентов, постоянных клиентов, воняющих не только физически, но и морально. Мне кажется, просто в какой-то момент естественный отбор в лице Минздрава Иркутска на планерке сказал: так, ребята, они нам надоели, нигде не работают, 100 вызовов в год, столько только ездили к матери префекта на давление, что вдруг сын ее посадит. Налоги не платят, бояры не делятся. Давайте отдадим им наши запасы спирта до 65-й год.
Слушайте, я вот думаю, нам тоже пора в Сыктывкар забросить эту химическую бомбу. Не, ну а что, смотрите, государству станет легче, давайте посчитаем. 4500, один вызов скорой помощи, один вызов, 4500. 9500 в месяц платятся безработным, да, сейчас официально 11, я не знаю сколько. Плюс здоровая семья будет, да? Сколько денег сэкономят, сколько сэкономит бюджета, сколько сэкономит здоровье этих людей. Просто мне кажется, скоро у нас, у мэра у нашего появится новая строка в госбюджете. Такая, знаете, сейчас скажу, ставка. Средства для дезинфекции города, 10 тысяч доз. Можно было. Иркутск в приоритете. Знаете, меня многие спрашивают, почему я пошел в медицину, а, скажем, не стал педагогом там, или в культуру куда-то. Для этого у меня есть мое коронное выражение, как я его называю. Вы знаете, врач может стать артистом без образования. А вот артист врачом стать без образования не может. Ну далеко ходить не надо, да? Давайте вспомним. Гарик Мартиросян, невролог-психиатр. Александр Розенбаум является врачом скорой помощи. Митя Фомин, педиатр. Екатерина Скрукина, стоматолог. Чехов, а не Чехов, это из другой пьесы. Ну ладно. И знаете, и судя по многим нашим звездам шоу-бизнеса, лучше бы они так и остались работать на заводе в Челябинске. Мне кажется, это самый легкий путь к существованию. Пой да плюши, получай барыши. Ну, знаете, кто-то, мол, скажет, что быть звездой, там, кинематографа или певцом очень тоже трудно, там надо такие, там всякие, знаете. Хорошо, трудно. Ну тогда какого хера выходят такие фильмы «Защитник Викинги», «Защитники сборной России по футболу», я не знаю, «Между нами тает лед». Что это за шляпа? Вот скажите, чем будет полезна группа «Грибы» во время войны? Что, они будут петь песни тевтонским рыцарям, что ли? «Между нами тает лед». А любой другой певец там, Михайлов, да, там, Лев, Билан, что они будут целовать руки женщин на оккупированных территориях? А? Что он это делать будет? Слушайте, а вот еще какие-нибудь, еще возьмем страшнее просто. Там, Зверев, Бузова, Шура. Что с ними-то делать? А, у меня есть идея. А давайте их пустим в авангард войск. Прям на передовую. Знаете, мне кажется, противник просто, все, ребята, пошли, мы, короче, отступаем. При том случае со Зверевым лучше пятиться. Братан, вот так вот все делать. Знаете, поэтому мне кажется, чтобы стать звездой, надо сначала поработать нормальным человеком. Прохавать, так сказать, с самых низов. Надо любить свою родину, чтобы сделать ее лучше. Сделать так, чтобы твое имя звучало как национальное достояние, а не как имя нарицательное, когда ты мажешь мимо ворот. Всем спасибо, берегите свое здоровье и тех, кто его лечит. А я пойду, пока у меня выходной, уничтожать контрафактный алкоголь. Я берегу ваше здоровье.